Китай продолжает использовать жесткие методы для полного уничтожения культуры и традиций уйгурского народа. Коммунистическая партия Китая запрещает уйгурам говорить на родном языке и заставляет есть свинину. По сообщениям информационного агентства Bitter Winter, один из китайцев, работающих учителем, рассказал, что в мае прошлого года на юге уйгурского региона были открыты кружки, основной целью которых является обучение школьников китайской культуре и коммунистической идеологии. Во время занятий детям объясняют, что вместо уйгурских традиций они должны придерживаться ханьских обычаев и культуры, частью которой является употребление в пищу свинины. Китайский учитель сообщил, что руководство школ издало указ об обязательном политическом воспитании школьников, которое включает патриотизм и преданность коммунистической партии. Дети уйгуров и других тюрков вынуждены участвовать в празднике лодок драконов и фестивале весеннего равноденствия, где их заставляют есть китайскую еду и сладости. К причинам, которые могут послужить арестом и отправкой в лагеря перевоспитания, построенных китайскими властями в уйгурском регионе, может послужить и смена места жительства. Часть узников, находящихся в лагерях перевоспитания, попала туда именно из-за этого. Радио «Свободная Азия» провело интервью с Айгуль Турахун, которую задержали через 7 лет после того, как она сменила адрес в 2010 году. Несмотря на то, что женщина сменила адрес после получения разрешения от местного управления, ей не удалось избежать данной участи. Во время содержания в лагере в отношении Айгуль Турахун было начато судебное расследование. В ее телефоне обнаружили материалы религиозного характера, которые она отправляла своим близким. Расследование длилось 2 года, после чего женщину приговорили к 10 годам лишения свободы по обвинению в разжигании межэтнической розни и угрозе национальной безопасности. Министерство иностранных дел Китая заявило, что обеспокоено решением Дональда Трампа, который обвинил Всемирную организацию здравоохранения в неадекватной оценке масштабов эпидемии. Все знают и понимают, что там происходит. Этими словами Трамп сообщил о прекращении спонсирования организации, для которой США ежегодно выделяет от 400 до 500 миллионов долларов. Это в 10 раз превышает сумму, которую организация получает от Китая. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выступил против решения Трампа. Обсуждая вопрос эпидемии COVID-19 с председателем иностранной комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, Майк Помпео призвал Пекин к честности. Официальный отчет по итогам встречи предоставила главный секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус. Пресс-секретарь сообщила, что стороны договорились о совместной борьбе с эпидемией, усовершенствовании здравоохранительной системы и восстановлении экономики всего мира. Министр иностранных дел Франции раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения в связи с текущей ситуацией в мире. Выступая в Сенате, Жан-Ив Ле Дриан заявил, что организация не справляется со своими обязанностями, главной из которых является борьба с пандемией. Министр иностранных дел отметил, что организация не способна принимать самостоятельные решения, своевременно оценивать ситуацию и информировать о той или иной опасности. Посол Турции в Нидерландах Шабан Дишли сообщил, что 54 гражданина Турции, находящиеся в Нидерландах, стали жертвами COVID-19. В настоящий момент в Нидерландах живет и работает более 400 тысяч турков. За последние 24 часа количество инфицированных в стране увеличилось на 734 и составило 28 153 человека. Жертвами вируса стало 189 человек. Общее количество погибших достигло 3134.